Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы с вами узнаем все секреты и все тайны вашего будущего. Также всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вам по судьбе до конца месяца? Песочек знает точный ответ. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут как разбитое сердце, как утешится, как счастьем наполнится. Мои хорошие, если у вас сердце болит, либо кто-то разбил вам сердце, либо какая-то ситуация, обстановка, да, что-то очень плохое случилось, то, что вам сложно пережить, либо то, что болью отзывается в вашем сердечке, даже если у вас сердце как орган болит, то к концу месяца я вижу, что все уйдет, все пройдет, и сердце ваше радостью и счастьем наполнится. Еще мне идет как знак какого-то события очень феноменального. И знаете, вот как будто бы такого еще не было. Вот все в жизни было, а именно такого события еще не было. Как что-то грандиозное, очень светлое, доброе. И вот вытесняет боль, тревогу, страхи, печаль, да, и наполняет вот радостью и счастьем. Что-то вас ждет. То, чего давно не было, либо в принципе не было. Но сердце точно болит, тревожится, переживать, страдать точно перестанет. Мужчина и женщина одинаково. Да, кто-то страдает из-за любви в личной жизни, кто-то страдает, потому что сердце как орган болит, а кто-то страдает от того, что безвыходная ситуация. Так все навалилось, и вы чувствуете, что вот все, пропадаю, да, пропадаю. Но ничего, к концу месяца все у вас поменяется. Помяните мое слово, да, как у вас все резко изменится. Причем сердце радостью наполнится. Вот четко показали. Дальше показываю человека, который к вам руку протянет. Тянет и протянет руку. Тут может быть как и новое знакомство, так и уже знакомый человек. Да, может быть, этот человек вас игнорировал, не обращал на вас внимания. А может быть, человек именно сейчас отчаянно пытается привлечь вас, разговорить, ближе с вами познакомиться. Человечек мне идет странным, либо у вас будет вызывать подозрения. Будете думать, да? А что ж тебе от меня надо? Да почему ко мне ручки тянешь? Но на самом деле человек очень хороший. И вам, вот как мне показано, повезет с этим человеком. Может быть, в трудную минуту этот человек вам руку протянет. Может быть, до человека дойдет, да, что вы замечательный, что вы добрый. А может быть, этот человек, вот прям сам себя превзойдет и обратит ваше внимание на себя и сможет с вами ближе познакомиться. А человечек, да, со странными намерениями, это так вам будет казаться, на самом деле человек очень хороший. И тут большое везение, что у вас все получится, вы и сможете познакомиться, и лучше друг друга узнать, и подружиться у кого-то отыграется, да, прям хороший знак. Как госпожа удачи подмигивает, такая говорит: не переживай, все будет хорошо. Так, еще какой-то подарок вам показали. Подарок, который вам, как сама судьба преподнесет. За какие-то слезы, за какую-то обиду. Вас кто-то обидел, вы плакали. Либо, может быть, сейчас, да, вам так обидно и хочется плакать. Но вам за эту ситуацию подарок идет. Вот как, знаете, без вины виноватым вас сделали. Либо без вины виноватой вы остались. Может быть, кто-то несправедливо с вами поступил, либо кто-то вот прям чрезмерно как бы надавил на вас, может, какие-то претензии, может, на работе, скорее всего, на работе, либо в бизнесе.
Может быть, родственники тоже могли вас обидеть, но вам судьба подарок преподнесет. Причем подарок такой, знаете, замечательный. Кстати, еще, знаете, информация идет о том, что судьба руками человека вам преподнесет подарок. Да? Может быть, вдохновит судьба близкого вам человека сделать для вас подарок. Но это будет что-то желанное, хорошее, доброе. И то, что вы действительно заслужили. Ну, какая-то вещь. Мне идет, что это какая-то вещь. Может быть, какое-то украшение, может быть, какой-то гаджет, да? Там сумочка новая. Ну, вот что-то в таком плане. Ну, вам точно понравится, скорее всего, вы этого хотите, да? Вы об этом мечтаете, но, ну, может, дорого стоит, либо у вас куча других дел, забот, моментов, где можно потратить деньги, где более важно потратить деньги. Ну, вот как судьба руками человека вам такой подарок преподнесет. Еще здесь мне показана встреча, которая очень многое решит. Может быть, даже все решит. Вот с кем-то вам встретиться придется. Причем этой встречи вы, скорее всего, ждать не будете. Либо все случится абсолютно спонтанно, и от вас ровным счетом ничего не будет зависеть. Ну, такая вот встреча идет. Встреча, которая либо что-то прояснит, либо какая-то правда откроется, может быть, какие-то подозрения развеются. Да? Вот, говорить вы будете, говорить вы будете долго, много и обо всем. Вот как-то так идет. Но встреча, видите, вам по судьбе, значит, вам нужно это узнать. Либо пришло время все узнать. Может быть, у вас какие-то мысли, вопросы в голове, и вам хотелось бы получить ответы. Ну, обязательно получите. Тот, кто может ответить, буквально уже идет вам навстречу. И вы обязательно поговорите, и всю нужную информацию вы получите. Еще здесь дороги у вас вышли. Дороги, но в сопровождении кого-то. С кем-то в сопровождении кого-то. Вот как куда-то ездить будете, причем несколько раз. И очень как-то весело. Дорога веселая. Либо тот, кто вас сопровождает, будет вас смешить, веселить, рассказывать, травить интересные байки. Прям как развлекаетесь в этих поездках. Дальше. Две женщины могут поссориться. Но эта ссора, она во благо. Да, ссоры тоже бывают во благо. С этой женщиной вы либо дружите, либо в таких приятельских отношениях. Да, может быть, это ваша подружка, может быть, соседка, может быть, коллега на работе. То есть подруги-приятельницы. Возможно, если вы мужчина, тут могут быть две ваши любимые женщины, например, мама и невеста, допустим. Да, вот они поссорятся, потому что одна другой завидует. И одна другой вот как максимальный какой-то болевой удар хочет нанести. Но эта ссора, она как бы все это предотвратит. Да, вот вы поссоритесь, и уже у вашей подружки не будет возможности вам причинить боль, либо вас подставить, либо там оклеветать, либо еще что-то сделать, потому что она что-то дурное замышляет. Но вот я вижу, что она сдержаться не сможет, и в какой-то момент все перейдет в ссору, в крик. И даже, возможно, у кого-то так и отыграется, что она проболтается о том, что она хотела вам сделать плохо и больно. И вы скажете: ах, какая ты нехорошая, сама себя выдала. Да, вот как-то так мне идет. То есть будет ссора, но какой-то большой беды не будет. Да? Вот ссора все это предотвратит. И та женщина, с которой вы поругаетесь, для вас тоже будет персона нон грата. Да? Вы поймете, что эта женщина, она абсолютно не подруга вам. Никакая она не приятельница, но вообще посторонний чужой человек, опасный чужой человек, от которого нужно держаться подальше. Возможно, да, благодаря этой ссоре вы и планы этой женщины узнаете, и вам глаза откроются на то, что она очень плохо к вам относилась и всегда думала о вас как-то негативно и желала вам вреда. Как-то так идет. Может быть, у вас что-то яркое произойдет, например, вот это событие, она не сможет сдержаться, начнет там перепалку, еще и признается, что она против вас что-то замышляла. Вот все раскроется, все станет на свои места. Так, еще вижу у вас какие-то покупочки. Деньги будете тратить. Угу. Деньги на какие-то покупки, приобретения. Кстати, приобретать вы будете по большей части даже не для себя, а для тех людей, кого вы любите и хорошо относитесь. И я вам так скажу, вас так будут благодарить,
Вас так давно никто не благодарил. Вот прям уважите, вот прям в этом в цель попадете, да, вот такие подарочки хорошие сделаете, либо обновочки приобретете. Неважно, дети, родители, кто-то из знакомых, да, может, юбилей у кого-то, либо какое-то праздничное мероприятие, важная дата. Вот такие шикарные подарки сделаете. И еще вас удивлю, денег не так-то много потратите. Вот прям и подарок очень классный, и стоит он недорого. Вот прям как тютелька в тютельку, все сойдется. Да, всех удивите, гостей удивите, своих близких удивите. И подарите, конечно, им прекрасное состояние, настроение. Так, еще вижу человека, который крылышко вот так над вами расставит. Но это кто-то вас будет защищать, либо кто-то будет вам покровительствовать. Даже в тайне от вас. В тайне, да. Может быть, вы такая гордая девушка, либо гордый мужчина. Вы ни от кого ничего не ждете, ни у кого ничего не просите, всего сами добиваетесь. Но бывают такие ситуации, когда даже смелому и сильному человеку нужна помощь, нужно заступничество. Вот, возможно, да, за вашей спиной человек будет вас защищать, оберегать, либо отстаивать ваши интересы. Ну, либо человек в открытую это будет делать, и вы не будете сопротивляться. Ну, потому что вы же здравомыслящий человек, вы понимаете, что вы в этом нуждаетесь. Либо такая ситуация, что без этого никак, да, никак. Да, возможно, человек за вас слово замолвит, а может быть, этот человек кому-то пригрозит, чтобы вас не дергали, чтобы вас не обижали. Да? Ну, одним крылышком закрывает, знаете, в принципе, не сильно это вам мешает, наоборот, это очень здорово помогает. Но если в тайне, все равно вы рано или поздно узнаете и не будете злиться на человека, так благодарить будете. Дальше, мои хорошие, показано, что вы себя, какие-то тяжелые вещи, предметы, может быть, гардероб, да, предметы одежды, что-то сбрасываете такое тяжелое и сбрасываете, как будто бы отрываете. Скорее всего, это какие-то проблемы, которые, возможно, скопились у вас, и проблемы, с которыми вы справитесь, да, с себя срываете, сбрасываете, значит, вы их решаете, значит, вы от них избавляетесь. И знаете, хоть проблем у вас много, ну вот как я это вижу, но поверьте, до конца месяца ни одной проблемки нерешенной у вас не останется. Еще здесь показан какой-то невысокий человек, ну либо человек младше вас по возрасту. А может быть, человек действительно ниже роста, может по возрасту младше, который вам тоже помогает вот себя вот то ненужное, тяжелое убрать и сбросить. Да, может быть, вы сейчас и не планируете там подогнать все свои дела, либо вам не до этого, некогда. Но вижу, что все закроете. Закроете, уберете, и прям облегчение, да, вот легко, потому что голова ни о чем не болит, потому что проблемы свои порешала. Да еще и с таким помощником, в принципе, у вас все получится. Еще показано, что какие-то разговоры стихнут. Разговоры, я так понимаю, по поводу вас. Возможно, это какие-то сплетни, возможно, это какие-то претензии в вашу сторону. Но вот под конец месяца волна, она прям совсем стихает и в гладь переходит. Да? Люди забудут об этом, и люди перестанут об этом говорить. Все в жизни бывает. Да? Вас могли там оболгать. Люди могли действительно придумать вот на пустом месте, высосать из пальца какие-то страшные вещи, распустить сплетни. Особенно вот завистники любят этим заниматься. Но под конец месяца все уйдет, все забудут и вспоминать не будут. Вот, так что сильно не переживайте. Разговоров точно, по поводу вас точно никаких разговоров не будет. Еще показано, что кому-то из вас удастся не только прекратить эти разговоры, но еще и этих сплетников заставить ответить за каждое свое слово. Не у всех это отыграется, но у кого-то прям точно отыграется. То есть можете на этих людей надавить, может быть, припугнуть, ну, либо, может быть, сказать, что вот в суд подам, да, в суд ответишь за унижение моего достоинства, чести и достоинства, да, за каждое слово ответишь. И человеку деваться будет некуда, человек будет приносить вам извинения. Ну, кто у меня там такой пробивной, кто законы знает, да, кто может такое сказать, вот я думаю, что это про вас именно показали. Не только все прекратится, но еще и извинения будут получены вами.
Так, показывают маленького кита, фонтанчик выпускает. Ну, какой-то праздник, какое-то веселье. Еще по киту такому может отыграться признание в любви. Даже если вы давно вместе, даже если вы там 30 лет вместе живете, мужчина может вас обнять, поцеловать и сказать, что вы для него цвет в оконце, что так сильно вас любит, вот прям до слез любит, да? Вы аж ахнете, скажете, ну надо же, что с тобой, ты что, принял, да? Когда выпил, почему такие разговоры? Но с другой стороны, вам будет очень сильно приятно. Ну а если вы только недавно начали общаться, встречаться, неважно, лично, либо в интернете, то тут гарантированно будет признание в любви, причем очень красивое и очень романтичное. С правой стороны, ну вот прям вам признаются, это не вы признаетесь, это вам признаются. Прям замечательно, вы примете эти признания, вам будет очень и очень приятно, аж сердце будет трепетать. Так, еще какой-то опасный момент показали, но смотрите, опасный момент, он не только для вас, он еще для каких-то других людей. Но вы то ли почувствуете, то ли вам сон приснится, то ли ангел будет прям кричать, трясти вас за плечи. Вот прям вы ощущаете, да, вот ощущаю опасность, ощущаю, что нельзя это делать, либо нельзя туда идти, нельзя садиться в этот транспорт, да, вот какие-то такие ощущения на грани чуть ли не истерики у вас случатся, и вы к себе прислушаетесь. И не только себя спасете, но еще каких-то людей спасете. Вот предупредите, да, что туда идти не надо, либо туда ехать не надо, там, с тем человеком общаться не стоит. Не вкладывая деньги, там, например, в это дело, да, вот вы прям это почувствуете, очень остро почувствуете. Даже, может быть, немножко как сами себя испугаетесь, да, потому что настолько яркие и острые чувства вы еще не испытывали, да, настолько интуиция с вами не говорила. Тут как даже какой-то болевой синдром. Да, пока вы с выбранного пути не свернете, боль не отступит, да, либо тревога не отступит. Вы сами очень опасного момента избежите, еще каких-то людей спасете. Понимаете, вот именно так показали. Смотрите, мои хорошие, вы все разные. У кого проиграется то, что я сказала, у вас очень сильный дар. И даже если вы его не признаете, отрицаете, он у вас не уменьшается. Даром нужно заниматься, пусть даже там не для кого-то, но для себя, понимаете? Вы действительно можете предсказывать и предвидеть, причем гораздо лучше, чем из ныне живущих ясновидцев, да? Вот надо это развивать, и бояться этого не надо, и стесняться этого не надо. Вы такая, как вы есть, вот как вас задумал Создатель, вот вы такая. Вот, не бойтесь этого. Мужчины, к вам тоже обращаюсь, потому что мужчины прям совсем как-то от этого в стороне держатся. Для них это прям как стыдно даже, если они обладают даром. Ну, это неправильно. Неправильно. Если вам ваша интуиция подсказывает, значит, надо слушать. И это не позорно, это не стыдно. И это не значит, что вы какой-то другой человек. Нет. Нет. Вы особый человек. И вам дано то, что не дано другим. И не стоит от этого отказываться. Никогда и ни при каких условиях. Так, еще здесь показано дерево. На дереве ну, вот как плоды завязываются. Это еще не урожай, но это уже промежуточный результат. Да? Вот плоды начинают завязываться. То есть, скорее всего, как эти цветочки отцвели, и плоды завязываются. Мои хорошие, дождитесь, пока плоды созреют. И лучше об этом никому не говорить. Там сами с собой потихонечку порадуйтесь, да? Но никому не говорите. Чтобы никто не перебил ваши плоды, не перебил ваши планы и не испортил вам ваше дело. Может быть, вы чем-то занимаетесь, раньше занимались, продолжаете заниматься, да, во что-то вкладываетесь. Да, завяжутся плоды, но это еще не урожай. Надо будет подождать, пока они созреют. Но опять же, будет повод порадоваться, но только сама собой, сам собой, чтобы никто не знал, ни в коем случае, ни свои, ни чужие. Это очень важно, для того, чтобы плоды смогли созреть, спокойно созреть. И еще здесь показан самолет, который спускается, да, он прилетает, летит слева направо, с дальнего угла в ближний угол. Ну, как родной человек, приедет кто-то родной, любимый,
Не могу вам сказать точнее, потому что здесь очень мало информации. Но здесь показан бант как праздник, да, может быть, это человек позитивный, человек как праздник, либо человек приедет и будет праздник по поводу того, что человек приехал. Вот кто-то должен приехать, кто-то любимый, кто-то дорогой, кто-то долгожданный. Кстати, по этим знакам, может быть, человек сюрприз делает, да, особо там не предупредит, что едет. Но вот слева в правый угол летит. Такой серьезный знак. Так, по поводу работы хочу предупредить. Какой-то соблазн перейти, может быть, на другую должность, либо в другую организацию, на другое предприятие. Ну, тут как бы соблазн, да, показан. Шило на мыло, вот, шило на мыло. Смотрите, это не та возможность, которую вы так долго ждали. Это приблизительно то же самое, чем вы занимаетесь сейчас. Да? Есть свои плюсы, есть свои минусы, но какого-то прорывного момента я не вижу. Если вы не готовы менять шило на мыло, лучше ничего не делайте. Если вы устраиваетесь на работу, вот прям будет предложение, там, приходите на собеседование, да, либо уже выходите работать, то тогда следует выходить, приходить, общаться, устраиваться. Может быть, место неказистое, и это не предел ваших мечтаний, да, может, там все очень скромно, либо как-то так выглядит, ну, не очень актуально, скажем так, да, но тем не менее, там очень душевные люди, и пусть зарплата не будет самой высокой, но компенсация идет за счет того, что очень душевный коллектив. Вас там примут как своего, как свою. И вы прям почувствуете, что у вас наконец-таки появились настоящие коллеги, которые не завидуют, но готовы помочь, поддержать, подсказать. Да? Вот какая-то особая душевность, какой-то особый дух. И начальник там очень хороший, очень добрый, положительный человек. Вот если берут на работу, тогда соглашайтесь. А если переходить с одной работы на другую, то шило на мыло. Об этом хотят сказать. Так, еще показано какое-то знакомство, но знакомство с замыслом, с умыслом. Вас кто-то с кем-то будет знакомить. Кто-то с кем-то вас будет знакомить. Вас будут кому-то представлять. Ну и вам будут представлять того другого человека. Как сватовство, да, по-моему, так называется. Сводничество. Нет, не сватовство, это другое, это вот сводничество. Вот кто-то выступит как сводник, либо сводница. Человека прям не отпускает эта навязчивая идея вас с кем-то познакомить. Прям, знаете, костьми ляжет для того, чтобы это случилось. Но я могу сказать, что это знакомство, оно вам по судьбе. Угу. Сами там уже определите. Возможно, в самые последние денечки месяца это произойдет. Но это событие у вас выходит в венце, и оно действительно влияет и на вашу жизнь, и на судьбу. Может быть, с ключевым человеком познакомитесь. А может быть, вы не полюбите друг друга, но, по крайней мере, можете друг для друга что-то очень хорошее сделать. Да, вот вижу, что вас будут знакомить. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.